Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, уважаемые главы государств и правительств, уважаемые главы и члены делегаций международных организаций, дамы и господа. Сердечно рад приветствовать участников 6-го саммита государств-членов совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Выражаю искреннюю признательность президенту Республики Казахстан, уважаемому Касым-Жомарт Кемелевичу, за традиционное гостеприимство и создание прекрасных условий для нашей встречи. Уважаемые коллеги, в этом году, 5 октября, нашему сотрудничеству в рамках форума исполнилось 30 лет. За этот период совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, как многосторонний форум, охватывающий разные цивилизации и регионы, прошел последовательный путь от концепции до создания эффективной платформы для диалога и сотрудничества в области безопасности в азиатском регионе. В настоящее время совещание представляет собой уже сложившийся механизм реализации мер по укреплению доверия в политической, экономической, гуманитарной сферах, а также противодействию общим вызовам и угрозам безопасности и стабильности. Кыргызская республика, как одна из стран, стоявшая у истоков основания совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, принимает активное участие в ее деятельности. Мы твердо придерживаемся целей и принципов совещания по укреплению взаимного доверия, упрочнению региональной безопасности и развитию конструктивных отношений и дружбы между государствами-членами, входящими в наш формат. В данном контексте Кыргызстан всецело поддерживает решение Казахстана продолжить миссию председательства в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, что позволит реализовать намеченные планы, нацеленные на повышение эффективности его деятельности. Кыргызстан поощряет усилия по расширению регионального сотрудничества, которое будет способствовать межцивилизационному диалогу и укреплению взаимопонимания между странами азиатского региона. В этой связи мы приветствуем решение государства Кувейт присоединиться к нашему совещанию в качестве государства-члена. Желаю кувейтской стороне плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Уважаемые главы государств и правительств, мы высоко оцениваем усилия председательства Казахстана, направленные на институциональное развитие совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, и приветствуем начало запуска процесса трансформации совещания. Исходя из базовых целей, позитивного опыта, накопленного за прошедшие 30 лет, и стремления стран-участниц к более тесному сотрудничеству, совещание в перспективе должна преобразоваться в полноценную организацию по сотрудничеству и безопасности в Азии. Широкая географическая представленность, огромный совокупный торгово-экономический, инвестиционный и человеческий потенциал вполне позволяет совещанию по взаимодействию и мерам доверия в Азии создать сообщество устойчивого развития на азиатском пространстве. Кыргызстан готов принять активное участие в этом созидательном процессе и вносить свой посильный вклад. Уважаемые коллеги, сегодня на пространстве нашего формата сохраняются традиционные вызовы и угрозы безопасности, которые проявляются в новых гибридных формах. Мировая экономика, не успевшая еще полностью оправиться от влияния коронавирусной пандемии, сейчас переживает новые шоки из-за международной напряженности. К сожалению, существующие авторитетные региональные организации не в полной мере стараются реализовать имеющиеся возможности и механизмы для упреждения конфликтов, напрямую влияющих на стабильность в регионе. Проблема безопасности в глобальном мире вновь призывает нас к созданию и углублению доверительного сотрудничества в обеспечении комплексной и устойчивой системы безопасности и стабильности на двустороннем и многостороннем уровнях между государствами региона. В этом процессе целесообразен глубокий анализ эффективности деятельности региональных организаций и структур в части, касающейся реализации уставных целей и задач,
а также договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Это касается и совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, процесс совершенствования которого должен сопровождаться действиями и мерами, основанными на анализе и прогнозах развития региона, его потребностей и проблем. В этом плане особая роль отводится форуму аналитических центров, который является постоянным органом совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, объединяющий ведущие аналитические и научно-исследовательские центры государств-членов. Считаю, что проблема обеспечения безопасности в регионе, вопросы содействия восстановлению Афганистана, реализации крупных региональных инфраструктурных проектов в различных сферах жизнедеятельности стран должны оставаться приоритетными задачами в рамках нашей площадки. Пользуясь случаем, хотел бы отметить о решении кыргызской стороны стать сокоординатором в сфере торговли и инвестиций экономического измерения. Сегодня Азия является локомотивом мировой экономики, и поэтому чрезвычайно важно концентрировать наше внимание в деле развития экономической направленности. Мы рассчитываем на плодотворное сотрудничество в данном направлении. Кыргызстан также является сокоординатором в сфере человеческого измерения и вносит свой вклад в укрепление межцивилизационного диалога, укрепление дружбы между народами. Всемирные игры кочевников, инициированные Кыргызской республикой, стали востребованными во многих странах, в том числе и среди стран совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, стимулируя развитие этноспорта и возрождение национальных традиций. Уважаемые коллеги, технологический прогресс создал новую сферу цифровых коммуникаций, которая стала полем не только сотрудничества и взаимодействия, но также и новых угроз в информационной сфере. Ширится многообразие противоправных деяний, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, выходящих на глобальный и транснациональный уровень. В этих условиях нам необходимы общие усилия и широкое сотрудничество для борьбы с ними. В данном контексте хотел бы подчеркнуть, что правительство Кыргызской республики отмечает значительную роль информационно-коммуникационных технологий в социально-экономическом развитии общества и реализует программы, которые соответствуют целям устойчивого развития ООН. В рамках же совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии кыргызская сторона готова к практической реализации положений заявлений лидеров о сотрудничестве в сфере безопасности, информационно-коммуникационных технологий и их использования. Мы также настроены к активной работе для реализации плана действий совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН. Наша страна продолжает проводить всестороннюю работу по борьбе с терроризмом и экстремизмом, выполняет положения глобальной контртеррористической стратегии ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, рекомендаций исполнительного директората контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН. В Кыргызстане уже внедрена система предварительной информации о пассажирах и данных о записях регистрации пассажиров для международного отслеживания перемещений террористов. Кроме того, Кыргызская республика разработала и утвердила государственную программу по противодействию экстремизму и терроризму, которая в комплексном виде отражает вызовы и угрозы, формирует цели и задачи, предусматривает четкий алгоритм совместных действий как государственных органов, так и всего общества для противодействия этим явлениям внутри страны. Мы стремимся внести свой посильный вклад в общее дело ООН по обеспечению мира, глобальной безопасности, устойчивого развития и социального прогресса во всем мире. В этой связи с целью привлечения внимания ООН и всего международного сообщества к проблемам малых государств Кыргызстан выдвинул свою кандидатуру в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на период 2027-2028 годы. Рассчитываем на поддержку нашей кандидатуры. Кроме того,
мы призываем активизировать международные усилия не только для борьбы с терроризмом и экстремизмом, но и против транснациональной организованной преступности, занимающейся незаконной деятельностью в сфере оборота наркотиков и оружия, торговли людьми, отмыванием преступных доходов и в киберпространстве. Кыргызстан в рамках Шанхайской организации сотрудничества прорабатывает вопрос создания центра по противодействию международной организованной преступности в городе Бишкек. Уважаемые главы государств и правительств, еще одним новым направлением политики безопасности является как противодействие негативным изменениям климата на Земле, так и адаптация к ним. В последнее время в разных регионах мира, включая и пространство совещания по взаимодействию мерам доверия в Азии, наблюдались природные катаклизмы в виде наводнений, селей, оползней и землетрясений, которые повлекли большие разрушения и человеческие жертвы. У нас нет иной альтернативы, как приспособиться к этим сложным природным процессам. Наша страна проводит активную политику, направленную на сдерживание и смягчение негативного климатического влияния на природу, в особенности на ледники и биоразнообразие, и выдвигает важные международные инициативы. В этой связи мы признательны прежде всего уважаемым главам государств и правительств, государств-членов совещания по взаимодействию мерам доверия в Азии, а также нашим друзьям за поддержку нашей инициативы по объявлению Генеральной Ассамблеи ООН 2022 года Международным годом устойчивого горного развития. В Кыргызстане текущий год объявлен годом защиты горных экосистем и климатической устойчивости. В целях дальнейшего продвижения повестки устойчивого горного развития Кыргызстан выдвинул инициативу по объявлению 2023-2027 годов пятилетием действий по развитию горных регионов, и мы рассчитываем на вашу поддержку этой созидательной идеи. Уважаемые участники саммита, в заключение хотел бы отметить, что сообща мы сможем добиться решения стоящих перед нами вызовов по сохранению мира и безопасности, обеспечению устойчивого развития государств, включая улучшение уровня жизни и благополучия наших народов. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что Кыргызстан придает важное значение процессу развития и трансформации совещания как одной из современных форм регионального сотрудничества во имя достижения общей и неделимой безопасности в Азии. В связи с чем выражаю уверенность, что роль и значение нашего формата будет увеличиваться и крепнуть, а ее актуальность только возрастать. Завершая свое выступление, хотел бы еще раз поблагодарить казахстанскую сторону за прекрасную организацию нашего заседания, радушие, теплоту и гостеприимство, а также пожелать успешного председательства в совещании по взаимодействию мерам доверия в Азии. Уверен, что итоги сегодняшнего 6-го саммита станут важной вехой в истории развития совещания и внесет практический вклад в обеспечение мира и безопасности в Азии. Пользуясь случаем, выражаю свою признательность всем государствам совещания по взаимодействию мерам доверия в Азии за поддержку нашей кандидатуры в члены Совета по правам человека ООН. Благодарю за внимание.